что данным решением этой комиссии, этим гонением на экс-президента, вы перечеркнули все самые главные и важные завоевания демократического Кыргызстана. Это передача президенту следующему мирным путем власти. Я думаю, что следующий президент уже подумает, кому передавать и как. Спасибо вам за это. Можно уже переходить в тоталитарно-авторитарный режим. Все об этом сегодня доказывает. На каждого из нас, извините, можно накопать статью. На каждого. Под давлением, под хорошим избучкой на каждого можно накопать. И у многих здесь сидящих рыльцев пушко. Но я хочу сказать, на меня тоже можно. Вот буквально сейчас мне пришло, что Окулбала Асылбека Дженбекова Нуркан Керимбаев, который был пресс-секретарем, выпустил сегодня по всем социальным сетям, что Карамушкина имеет дом за 500 тысяч, даже не за миллион, вот жал, за 500 тысяч баксов я имею дом на Лопаловке. Нуркан Керимбаев, вот свидетели, все депутаты, я за 500 тысяч баксов дом тебе дарю. Дарю, приди завтра, забери его. Вот что творится. Вот что мы с вами вот этим вот нарушением закона дали повод другим нарушать. И это дальше будет, потому что сегодня образец, как можно нарушить и как можно задавить и придавить, это законодательный орган стал. Я хочу только следующее сказать. Гонение. Кого гонял, кому пятки сжег Атамбаев. Мы все должны отвечать. Зачем тогда нужен был аппарат премьер-министра? Зачем нужны были депутаты, если все позволяли, все, что вы перечислили, делать одному Атамбаеву? Я хочу сказать про дом, который он взял в Койташе, по книге, там, как необходимо все оформил. Сколько у нас сегодня депутатов, которые захватили земельные участки в центре города, построили дома для продажи? За вывезенные деньги сегодня за границей строят дома. Каким путем они заработали? Это следующая власть уже будет. При этой власти мы не добьемся правды. Рахмат. Дастан Алексеевич, bir söz berip qo'yasizmi? Sizde микрофон. Уважаемые коллеги, уже третий день фейковые новости Фейсбука меня обвиняют в том смысле, что имею ли я право быть членом данной комиссии и даже председателем. С точки зрения морали и истории отвечу. 7 апреля, когда погибали самые лучшие сыновья, в Кыргызстане не было реальной власти. Тогда инициативные группы, которые находились в центральной площади, образовали группу людей, хотя бы достойно их проводить последний путь. Я был председателем этой похоронной комиссии. И сегодня хочу выяснить, во имя чего они погибли? Во имя того, что кто-то потом стал мультимиллионером? Я хочу вот это получить ответ истории.